правозащитные организации подтвердили, что китайские власти строят парки развлечений и парковки вместо разрушенных кладбищ и захоронений, принадлежащие уйгурам. Несмотря на очевидные попытки Пекина уничтожить все, что связано с уйгурами, являющимися коренным населением Восточного Туркестана, никаких действенных мер для предотвращения беспредела не принято. В информационном центре Восточного Туркестана продолжаются семинары и конференции. В центре, расположенном в Дюйсбурге, была организована конференция на тему подсознания и его влияния на семейное счастье. На конференции, в которой в основном присутствовали женщины, Асия Тюркан осветила вопрос Восточного Туркестана и будущее сирот. Стало известно, что треть задержанных в ходе акций протеста в Гонконге, продолжающихся 4-й месяц, являются детьми. Генеральный секретарь Гонконга Мэтью Чеунг сообщил, что начиная с июня задержано 2379 демонстрантов. Из них 750 являются детьми младше 18 и 104 младше 16 лет. Власти Узбекистана продолжают вывозить детей граждан, примкнувших к ИГИЛ. В рамках операции «Добро-2» вчера из Ирака в Узбекистан было вывезено 64 ребенка. 10 октября в международном аэропорту Ташкента приземлился самолет, которым из Багдада были вывезены 39 мальчиков и 25 девочек. 14 из них в возрасте до 3 лет. Среди детей также находятся 2 сирот. Рабочая группа, направленная в Ирак, встретилась с родителями, которые находятся в тюрьмах Ирака и приговорены к лишению свободы сроком от 10 до 20 лет, а также женщинами, приговоренными к пожизненному заключению из-за террористической деятельности, с которых было взято разрешение на вывоз детей на родину. Для отражения иранской угрозы Пентагон одобрил отправку в Саудовскую Аравию 2 авианосца, 2 батареи систем «Патриот», 1 крейсера и противоракетный комплекс мобильного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Турция намерена продолжить операцию «Источник мира», несмотря на то, что министр обороны США Марк Эспер призвал министра обороны Турции остановить операцию. Выступая на пресс-конференции, в которой принял участие и глава Генерального штаба генерал Марк Миллей, Эспер сделал следующее заявление: «Мы против односторонних действий Турции на севере Сирии, так как операция ставит под угрозу ДСС, являющихся нашими союзниками. Более того, операции несут угрозу безопасности тюрем, в которых содержатся боевики ИГИЛ, и приведет к ухудшению обстановки в регионе».